Ежедневно через процедуру вакцинации в Коми проходит около 1000 человек, но этого мало. Чтобы успеть сформировать коллективный иммунитет до очередного пика, он, напомним, ожидается в июле, ежесуточно прививку должны делать не менее 6-8 тысяч человек. Так, накануне свою дозу вакцины получили руководители государственного аппарата. На своем примере они доказывают, ничего страшного в прививке нет. Виктория Денисова расскажет подробнее. Руслан Викторович, как себя чувствуете? Нормально чувствую. Все хорошо, ничего не беспокоит? Так, волнуемся. Немножко волнуетесь, да? Предварительный осмотр. Нужно измерить давление, пульс и температуру, провести анкетирование. Подготовка к вакцинации обязательно. Первым в очереди заместитель руководителя администрации главы Коми Руслан Шиянов. Признается, без волнения не обошлось, но тут главное понимать – дело нужное. Так и себя убережешь, и близких. Держите. Сейчас закрою. А вот и первые минуты уже после прививки. Перемен в физическом состоянии пока нет, зато бодрость духа на высоте. Ощущается прилив бодрости, ощущается чувство выполненного долга, что несмотря на категорическую нехватку времени, все-таки нашел минуту, пришел, сделал прививку, тем самым обезопасив себя, окружающих, близких и сослуживцев. Следующий на очереди Виталий Савилов. Министр спорта Коми знает о ковиде не понаслышке. Сам переболел год назад. А пройти через это во второй раз крайне не хотел бы. Хотелось бы, чтобы это был пример для других граждан, потому что это реально важно. Очень много людей, которые болели, я сам потерял родственников от этого заболевания. Я вижу, что происходит вокруг, поэтому я всем рекомендую однозначно вакцинироваться. Процедура занимает не больше часа. Приходишь на осмотр, после ждешь разморозку вакцины, а там и сам укол. Осознаннее всех к этому делу подходят пенсионеры, говорят врачи. Однако рост заболеваемости все же заставил призадуматься и молодежь. Сейчас, возможно, из-за того, что мы видим, идет рост заболеваемости, люди как-то стали активнее записываться на вакцинацию. То есть они приходят, они просят для того, чтобы мы их вакцинировали. Казалось бы, механизм простой, а результат значимый. В таком нелегком деле важно чувствовать ответственность не только за себя и своих родных, но и за каждого, кто нас окружает. Ведь побороть, пусть и невидимого, но столь опасного врага нам под силу только вместе. Виктория Денисова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.